на канале БСТ. Время подводить итоги недели. Сделаем это вместе. Добрый вечер. Я Альбина Хайруллина. И вот ключевые темы выпуска. Посторонним вход разрешен. Несмотря на наличие электронного замка, дверь открывается без ключа, небольшим усилием. После убийства ребенка в Нарьян-Маре детские сады Уфы проверяют на безопасность. Выясняется, охрана уязвимая, дети в опасности, так кто в ответе за беззащитных малышей? Зарядка от лучей. Бывает такое, что утром придешь на работу, света нету. Как вести урок? Крупнейшая в России солнечная электростанция готовится к запуску в Бурзянском районе. Панацея от аварийных отключений, энергия солнца будет накапливаться даже суровой зимой. Из игр только карта больного. Чисто для работы. Интернет все это заблокировано. То есть ни соцсетей, ни игр никаких нет? Нет, этого нет. У нас играть и времени нет. Высокоскоростной интернет на службе экстренной медицинской помощи. Бывает же, мы за 40 километров выезжаем, то есть там действительно рация может плохо ловить. И за счет этого на планшет приходит вызов сразу. Электронные планшеты получат все врачи скорой в республике. Охотники за голосами. Начал сердиться, начал голос на меня повышать, говорит: вы должны меня назвать, я должен вас защитить, это моя работа. Какие способы используют мошенники ради содержимого банковских карт, как выглядит биометрическая защита накоплений, сможет ли она распознать близнецов? Тук-тук. Кто под крышей живет? Мешает тем людям, которые там рядом живут. Они же там курят вовсю. Хостелы в жилых помещениях запрещены, но постояльцы и ныне там. Как избавиться от непрошенных соседей, народный контроль вышел в рейд. Одна из самых обсуждаемых тем недели – это рост заработной платы бюджетников. В следующем году на эти цели планируется направить на 1,6 миллиарда рублей больше. Об этом заявил Ради Хабиров. Его пост в соцсетях содержит статьи расходов, которые повлияют на качество жизни в регионе. Также глава Башкортостана пояснил, что в 2020 году на социальное обеспечение в целом будет выделено на 3 миллиарда 200 миллионов рублей больше. Беспрецедентную сумму в 14 миллиардов планируется потратить на ремонт дворов, подъездов, лифтов, водоканалов и освещение населенных пунктов. Более 3 миллиардов на лекарственное обеспечение льготников. Объем расходов на здравоохранение с учетом средств ОМС в 2020 году составит 91 миллиард рублей. Эти цифры мы направили в ближайшие дни в Госсобрание. Надеемся, что депутаты поддержат нас в стремлении тратить деньги ровно на то и только на то, что делает жизнь граждан лучше, резюмирует Ради Хабиров. Социально ориентированный с дефицитом в 20 миллиардов рублей на неделе Президиум Госсобрания Республики рассмотрел как раз-таки пакет бюджетных документов. Парламентарии также назначили дату публичных слушаний по проекту главного финансового документа. Где и когда они состоятся и за счет чего планируется нивелировать дефицит расходной части материала. Азата Самирханова. Расходы бюджета выросли сразу на 20 миллиардов рублей, если сравнивать с предыдущим годом. При этом главный финансовый документ остался социально ориентированным. Расходы бюджета сохранят свою традиционную социальную направленность. Более 70% будет по-прежнему направляться на такие значимые отрасли, как образование, здравоохранение, культура, развитие физической культуры и спорта. И, конечно же, молодежную политику. На 2020 год доходы спрогнозированы в размере 194 миллиардов рублей, а расходы оцениваются в более чем 216 миллиардов. Дефицит немалый, но он учтен и обеспечен резервами прошлых лет, говорят в профильном комитете парламента Башкортостана. Дефицит бюджета трехлетний, он заложен, на самом деле по 20 миллиардов на 3 года, заложено около 60 миллиардов рублей. Это вполне подъемно, они полностью обеспечены, потому что вы уже знаете и слышали, что бюджеты тех лет у нас исполнялись профицитно, мы имеем определенный запас. Кроме того, доходная часть также может корректироваться в пользу увеличения. Минфин ожидает больше налоговых поступлений, а в Минэкономразвития верстают прогнозный план на ближайшие 3 года с учетом роста инвестиционных показателей. Драйвером, как мы предполагаем, должны являться предпринимательство и инвестиции. Здесь нами уже за последние 2 недели проведена большая работа по экспертизе инвестиционной инфраструктуры. Мы готовим заключение по соответствию инвестиционного законодательства всем тем задачам, которые у нас есть. Одним словом, рост доходов пока опережает расходы, но это пока, убеждены эксперты. К тому же развивать социальную сферу и обеспечивать рост зарплат работников бюджетной сферы необходимо уже сейчас. К слову, изучить главный финансовый документ может любой житель республики.
Проект бюджета республики на будущий год и плановый прогноз на последующие 2 находятся в открытом доступе. Ознакомиться с ним может каждый житель нашей республики, зайдя просто на сайт правовой информации Государственного собрания или, скажем, Минфина Башкортостана. Более того, каждый житель региона может принять участие в публичных слушаниях, которые запланированы на 19 ноября, и внести свои предложения по корректировке главного финансового документа. Правда, чтобы участвовать в парламентских слушаниях и высказываться за корректировки бюджета, следует пройти регистрацию. Началась она сегодня, а завершится вечером 15 ноября. И только лишь после публичных обсуждений пакет бюджетных документов рассмотрят на пленарном заседании Государственного собрания республики. Азат Самирханов, Роберт Давлетбердин, Владимир Шевчук, Рамзия Каримова. Итоги недели. Кто ответит за безопасность детей? Трагедия в детском саду Нарьян-Мара обнажила серьезную проблему, которая характерна и для Башкирии. В детских учреждениях не отработана система безопасности. Их двери зачастую открыты для злоумышленников, а в случае ЧП малышам просто некому прийти на помощь. Все подробности в специальном репортаже Юлии Нигматуллиной. Внимание, прекратите движение, сработал тревожную кнопку, все к стене. Это не постановочные кадры и не учения. Вооруженная охрана приезжает в детский сад с уверенностью, что произошло ЧП. Заведующий нажимает тревожную кнопку, чтобы без купюр показать, как работает система безопасности на самом деле. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии приехали на вызов спустя 6 минут после нажатия тревожной кнопки. Хотя по регламенту, по их же словам, должны были приехать за 3. Теперь из-за того, что эта импровизированная проверка была не согласована заранее, детскому саду может грозить штраф за ложный вызов. Такие профессионалы с оружием приезжают в случае реального ЧП. В остальное время детские сады охраняются только ночью. Днем же малыши остаются, по сути, без защиты. Максимум, что могут сделать детсадовские работники, а это исключительно женщины, организовать дежурство на входе. В дневное время у нас только дежурные администраторы, наши сотрудники. То, что произошло в детском саду в Нарьян-Маре, просто не укладывается в голове. Случайный наркоман с улицы беспрепятственно зашел в здание во время тихого часа и зарезал ножом спящего 6-летнего мальчика. Ему открыли дверь, приняв за одного из родителей. К этому ребенку убийца не имел никакого отношения. Свою жертву он выбрал случайно и, вероятно, находился под воздействием каких-либо препаратов. Прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь. А в садик-то зачем пришли? Там надо было убить ребенка. Маленького ребенка, чтобы заклинание сбылось. Сегодня в Уфе сотрудники Центра общественной безопасности проверили, насколько защищены воспитанники городских детских садов и школ. В большинстве из них установлены видеокамеры на входе и в помещениях. Двери оборудованы электронными замками. К сожалению, система безопасности не везде работает должным образом. Например, здесь, несмотря на наличие электронного замка, дверь открывается без ключа, небольшим усилием. Но даже там, где система работает исправно, обойти ее ничего не стоит. Это показал и наш небольшой эксперимент. Сами родители не обращают внимания на посторонних людей без ключа. В этот детский сад заходим беспрепятственно. На входе никого нет. Можно свободно дойти до любой группы. Здесь только женщины и дети. Здравствуйте. А третья группа это куда? Еще в одном детском саду бдительность проявляет сама заведующая, которая замечает нас у входа. Здравствуйте. Я за ребенком. Нет, забыла. Узнав, что мы журналисты, заведующая буквально со слезами на глазах говорит о необходимости профессиональной охраны в детских садах или хотя бы штатного вахтера на входе. Дети уязвимые, по словам женщины, работники образования давно бьют тревогу. Денег никаких нет на это, на безопасность. Зачем сотрясают воздух? Что еще должно случиться, чтобы нас обезопасили? У нас каждый день 43 женщины беззащитные, 350 детей. Как защищаться? Депутат Горсовета, директор частного охранного агентства Юрий Васильев говорит об отсутствии системного решения этой проблемы. Даже в тех школах и садах, где охрана есть, тендер выигрывают компании, которые предлагают самую низкую цену. В итоге страдает качество, охранники проявляют некомпетентность. Зачем устраивать после случившегося какие-то проверки? Система должна работать по недопущению этих вопросов. Когда мы будем понимать, что нужно, да, когда будут введены стандарты, то есть качество, когда будут привлекаться эксперты, специалисты, тогда таких проблем не будет. Трагедия в Нарьян-Маре обострила проблему безопасности, но сейчас и работники образования, и родители опасаются, что совсем скоро закончатся проверки, выпишутся показательные штрафы, а дети по-прежнему останутся без защиты. Юлия Нигматуллина, Роберт Давлетбердин, Владимир Шевчук. Итоги недели. Уфа.
Самую большую в России гибридную солнечную электростанцию готовят к тестовому запуску в Бурзянском районе. Ее мощность 10 мегаватт. Новая СЭС позволит вылечить муниципалитет раз и навсегда от аварийных отключений электричества, когда в темноте оставались тысячи человек. А ремонт длился порой почти неделю. Ситуация для горного района типичная. Соглашение о развитии зеленой энергетики было подписано еще минувшим летом на Петербургском международном экономическом форуме. В целом на большую стройку сразу в нескольких районах направят 6 миллиардов рублей. Азат Садреев о преимуществах зарядки от солнечных лучей. На уроке информатики ученики средней школы села Старосубхангулово на всякий случай периодически сохраняют введенные команды. Бывало, когда из-за внезапного отключения электричества всю проделанную работу приходилось выполнять заново. По словам педагогов, перебои с электроэнергией не раз срывали учебный процесс. Бывает такое, что утром придешь на работу, света нету. Как вести урок? Ну ладно, хотя бы вот уроки словесности, башкирский язык, литературу там еще мы можем как-то рассказать. А математику, физику, химию как на пальцах объяснить? Это очень-очень даже неудобно. Болезненно очень относимся к тем, что у нас выключают свет. Ремонтные работы проводятся. Но действительно, может быть, линии такие устаревшие, что-то новое надо внести. Но дело тут не в устаревших коммуникациях, а в том, что в Бурзянский район электроснабжение приходит из Белорецка по одноцепной линии электропередач протяженностью 100 километров. Резервных источников нет. И при любой аварии муниципалитет оставался без света от пары часов до нескольких дней. Но уже в конце года об этой проблеме можно будет забыть. Вблизи от райцентра на 2/3 завершены работы по строительству новейшей солнечной электростанции. На время отключений, на время аварийных он нам позволит обеспечивать электроэнергией население и социальные объекты нашего района. Плюс это создание рабочих мест, 10-15 рабочих мест. Это нам только позволит в будущем развивать наш район и инвестиционную привлекательность увеличивать нашего района. От строительной площадки до Старосубхангулова по прямой 1 километр. Сама же солнечная электростанция не имеет аналогов не только в Башкортостане, но и во многих регионах России. Кроме того, что она сможет вырабатывать 10 мегаватт, которые сразу же будут направляться в общие сети, еще почти столько же энергии гибридные станции будет накапливать, чтобы в случае необходимости в автономном режиме обеспечить электричеством жителей и социальные объекты Бурзянского района, причем независимо от климатических условий и времени суток. Данная электростанция работает, если погоды нормальной нету, то электроэнергия накапливается и передается в основные сети. Поэтому то, что солнца нету, это ничего страшного в этом нету. В Бурзянском районе инвестиционный проект такого масштаба реализуется впервые. Приблизительная его стоимость оценивается в 1 миллиард рублей. Гибридная солнечная электростанция займет территорию в 30 гектаров. Рабочие уже практически завершили монтаж солнечных панелей. Всего на станции их будет порядка 35 тысяч. Каждая из них сделана в России. Для инвестора это не первый объект в Башкортостане. На сегодняшний день компанией реализовано 3 проекта в области солнечной электроэнергетики в Хайбулинском, Куйргазинском и Зианчуринском районах общей стоимостью в 5 миллиардов рублей. Так что опыт работы в непростых климатических условиях Зауралья у строителей есть. Предварительно приезжали специалисты, которые рассматривали восход-заход солнца, длительность солнечного дня. И исходя из этого направление батареи и так далее, все это было рассчитано. Исходя из этого вот как раз в таком порядке выстроены все солнечные столы наши. Стол – это на чем крепится сама солнечная батарея. К работе в тестовом режиме новая солнечная электростанция приступит уже в декабре. Официальный запуск объекта запланирован весной следующего года. Так что ученики села Старосубхангулова уже не смогут рассчитывать на отмену уроков из-за отсутствия электричества. Азат Садреев, Артур Елаев, Роман Жигунов и Артур Кабиров. Итоги недели. Бурзянский район. В Башкортостане бригады скорой начали оснащать планшетами. 345 мобильных компьютеров уже поступили на подстанции. Сейчас медики проходят обучение. Гаджет станет альтернативой обычной рации, через которую медики держат связь с диспетчерами. Отныне сообщение о вызове поступает на экран планшета. Там же высвечивается вся информация – адрес, персональные данные, а также симптомы. Если пациент ранее обращался к медикам, то отобразится и история его болезни. Благодаря встроенному навигатору бригада также не теряет времени на поиск кратчайшего пути. А если на месте у фельдшера возникнут сомнения, нужна ли госпитализация пациенту, он может проконсультироваться с коллегами.
Мы можем позвонить нашим старшим врачам, диспетчеру, то есть можем как бы сфотографировать и отправить кардиограмму также дежурному врачу или своим коллегам-кардиологам. Чисто по работе у нас, чисто для работы. Интернет все это заблокировано. То есть ни соцсетей, ни игр никаких нет? Нет, этого нет. У нас играть и времени нет. Экономия времени – это главное, ради чего и вводят гаджеты на службу медиков. На сегодня программой госгарантии установлено 2 временных показателя прибытия скорой. 20 минут при экстренной и до 2 часов при неотложной помощи. Использование планшетных компьютеров поможет отойти от рутинной бумажной волокиты и тем самым ускорить работу, где любая минута может стоить жизни. Планшет, такие же, как смартфоны наши. Молодежь особенно хорошо реагирует на это. Они уже умеют пользоваться такими гаджетами. Ну, те доктора, которые у нас постарше, пока набивают глаз и руку. Когда мешают шумные соседи, в Уфе проверили деятельность хостелов, а именно, насколько соблюдаются новые поправки в жилищный кодекс. С 1 октября мини-гостиницы, расположенные в жилых домах, должны быть оборудованы шумоизоляцией. Но это лишь одно из условий ведения бизнеса. По новым правилам оказывать гостиничные услуги в помещениях жилого назначения запрещено. На этой неделе наша съемочная группа вместе с активистами народного контроля вышла в рейд, чтобы проверить, нарушают ли закон уфимские хостелы. Тук-тук. Каких-либо вывесок нет, администратора тоже. Отсутствует и уголок покупателя. А вот, судя по рекламе в интернете, здесь оказывают гостиничные услуги. Подтверждает этот факт и один из постояльцев хостела. А вы живете здесь, да, снимаете? Сколько стоит номер? А можно я не говорю? Спальные комнаты, бильярдные, даже сауна. 13-й этаж дома номер 3 по улице Салавата напоминает целый мини-гостиничный комплекс. Но управляющий апартаментами всячески отрицает, что сдает номера. Это же является бизнесом вашим. Это же вы уже как гостиницу реализуете. По вашей вот этикетке, Дмитрий. Нет, почему? Подождите, это только ваше мнение, понимаете? Насколько легален бизнес и платятся ли с него налоги – один вопрос. Более важный момент – безопасность соседей и клиентов заведения. Пожарные извещатели в помещении отсутствуют, как и схемы эвакуации на случай чрезвычайного происшествия. На самом деле такие хостелы мешают жизни населения, во-первых, и во-вторых, конечно же, нарушают права граждан, которые проживают именно в таких многоквартирных домах. Именно жильцы дома номер 3 по улице Салавата пожаловались на бесконечный шум и постоянное присутствие посторонних лиц в подъезде. Дело в том, что мне это они мешают тем людям, которые там рядом живут. Они же там курят вовсю, и бывает и музыка громкая. Вопрос о необходимости ограничений в отношении размещения гостиниц в жилых домах обсуждался законодателями разного уровня не один год. И вот 1 октября вступили в силу поправки в статью 17 Жилищного кодекса. Объекты гостиничного бизнеса теперь должны располагаться в нежилых помещениях, но это не ставит крест на деятельности хостелов. Ту же самую квартиру можно перевести в коммерческую недвижимость, только при этом необходимо соблюсти ряд требований. Оснащение звукоизоляции – это лишь одно из условий. Также собственники гостиниц отныне должны оборудовать помещения системами пожарной безопасности, сигнализации, средствами для уборки и санитарной очистки номеров. Точка в давней дискуссии поставлена на федеральном уровне. Теперь необходимо обеспечить исполнение нового закона, говорит спикер башкирского парламента. В то же время необходимо, чтобы данная работа не нанесла ущерб гостиничному бизнесу. Нужно помочь его представителям перестроиться к работе по новым правилам. Уверен, добросовестные представители деловых кругов и сами понимают необходимость данных требований. Многие из них соблюдали их и до принятия закона. Шум, нарушение общественного порядка и прочий дискомфорт, причиняемый людям гостиницами, расположенными в их домах. Это стало решающим при принятии поправок в жилищный кодекс. И главным нововведением теперь является расположение таких объектов. Хостелы отныне должны иметь отдельный вход, то есть мини-гостиницы на верхних этажах жилых домов фактически уже нарушение закона. Как и в случае с апартаментами по адресу Салавата 3. Руслан Батыргареев, Эльдар Насреддинов и Артур Елаев. Итоги недели. Уфа. Можно ли украсть голос? В Уфе вновь активизировались телефонные мошенники, которые представляются сотрудниками банка. А в сети гуляет запись о том, что аферисты могут даже добраться до биометрических данных клиента, например, его голоса.
Стоит ли этого опасаться и когда нужно соблюдать осторожность, выясняла наша съемочная группа. Слушай, тут мне сегодня звонок такой странный был. Говорят, что с моей карточки были сняты деньги. Позвонили и напугали. Мама 3 детей в декрете Фируза Халилова признается. Поначалу растерялась и поверила в то, что на другом конце трубки банковский сотрудник. Молодой человек с представительным голосом обращался по имени-отчеству и уверял, мол, с вашей карты мошенники пытаются снять деньги, и ее нужно заблокировать. А затем как бы между делом попытался выяснить дополнительную информацию. Но, получив отказ, пошел в психологическую атаку. Он тогда начал сердиться, начал голос на меня повышать, говорит, вы должны меня назвать, я должен вас защитить, это моя работа. И тогда уж поняла, что это все-таки мошенники, я отключила телефон. Это так называемая социальная инженерия, метод получения доступа к информации, основанный на особенностях психологии людей. Именно его используют мошенники, пытаясь выяснить пароли или банковские данные. Находясь в состоянии или какого-то аффекта или стресса, человек подвержен больше этим действиям, и он, естественно, идет навстречу злоумышленнику и дает ему эти данные. Сотрудники банка о мошеннических операциях никогда не звонят своим клиентам. Если банк понимает, что по данной карте совершена какая-то операция, носящая незаконный характер, либо подозрительный, банк, конечно же, самостоятельно эти вещи будет блокировать. По мессенджерам гуляет запись о том, что аферисты якобы добрались даже до биометрических данных клиентов и будто могут украсть голос. Говорят потом, вы меня слышите? И ты должна ответить «да». Ну, как нормальный любой человек говорит «да, я вас слышу, продолжайте». И вот это твое «да» мошенники будут просто использовать. То есть могут со счета списать, раз у тебя теперь есть голосовое подтверждение. Однако эта запись фейк, говорят в Ростелекоме. Именно здесь занимались разработкой единой биометрической системы. Обмануть ее невозможно. Имея только запись голоса, мошенники ни при каких условиях не смогут получить доступ к данным клиента. Просто невозможно снять деньги, либо воспользоваться любой другой финансовой услугой. Недостаточно произнести одного слова «да» или «я подтверждаю». Система – это целая совокупность факторов, которые анализируют. Соответственно, это комбинация, во-первых, голоса и комбинация микромимики лица. Систему биометрической идентификации сейчас внедряют почти все крупные банки страны. Для клиентов это прежде всего возможность совершать операции удаленно, без посещения офисов и очередей. Находясь в Уфе, можно перевести деньги, оформить кредит или открыть счет в любом банке страны, там, где выгодно, даже на Камчатке. Сбор биометрических данных клиента занимает в среднем около 10 минут. Банку потребуется изображение вашего лица и образец вашего голоса, так называемый голосовой слепок. Прежде всего клиента фотографируют, затем просят произнести цифры от 1 до 10 под запись на микрофон. В дальнейшем при входе в систему комбинация цифр будет генерироваться заново, каждый раз в случайном порядке. Еще одно условие – клиент должен быть зарегистрирован на портале госуслуг, и это дополнительный фактор безопасности. Система, она хранит не исходные отпечатки ваши, цифровые, не видеозапись, не запись звука, она хранит математические модели. Соответственно, даже если злоумышленник каким-то образом получит доступ к этим данным, он ничего с ними сделать не сможет. Он не сможет по математической модели восстановить ваш исходный образ. Инструкция по созданию своего цифрового образа есть на официальном сайте biort.ru. На карте любого населенного пункта указаны все офисы банков, в которых можно пройти процедуру регистрации в единой биометрической системе. 4, 3, 2, 1. Для самих банков это тоже выгодно, если клиенты не приходят в отделение, это позволит значительно сэкономить на офисном обслуживании, а еще исключить человеческий фактор. Например, проводился интересный эксперимент. Банковский сотрудник чаще всего не может отличить близнецов друг от друга по паспорту, зато с этим успешно справляется биометрическая система. Юлия Нигматуллина, Булат Садриев. Итоги недели. На этой неделе стало известно, как изменились цены на моторное топливо в Башкортостане за последний год. Как выяснилось, резкого скачка цен не было, чего не скажешь о других регионах. Подробнее об этом и других значимых экономических новостях Екатерина Тимиряева. 49 рублей 92 копейки и рост на 4,3%. Так изменились цены за последний год с ноября 2018 по ноябрь 2019 цены на бензин марки АИ-98. Для сравнения, за год цены на бензин 92 марки выросли на 3,2%, 95 на 2,7%, а дизель на 3,6%. В денежном выражении, соответственно, стоимость составила 41,89, 44,82 и 45,44. Как прокомментировал
цитировал данные вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов, цены на моторное топливо в республике ниже среднероссийских, и связано это с удачной логистикой региона. Порядка 40% субъектов страны, в отличие от Башкортостана, находятся в значительном удалении от нефтеперерабатывающих заводов, что повышает стоимость топлива. Стабильным в своих предпочтениях и башкирские автомобилисты. Республика вошла в тройку лидеров среди регионов по продажам российских машин. Такие данные сообщило аналитическое агентство «Автостат». По итогам 9 месяцев этого года всего продано 13 600 машин отечественных марок. На первом месте Самарская область. Реализовано 15 500. И на втором – Татарстан – 14 600. Также на этой неделе стали известны наиболее благоприятные для проживания города в Башкортостане. Их назвал Минстрой России. Из 21 муниципалитета особый статус получили 6. Это Дюртюли, Агидель, Сибай, Туймазы, Белебей и Стерлитамак. Всего в федеральный список включены более 1100 муниципалитетов. Это 23,5%. Большая часть, 76,5%, неблагоприятны. Ситуация должна измениться к 2024 году. Планируется повысить среднее значение индекса городской среды на 30% и в 2 раза сократить число городов с неблагоприятной городской средой. Такие цели обозначены в указе, который президент России Владимир Путин подписал в 2018 году. На создание комфортной городской среды планируется потратить более 300 миллиардов рублей. Тем временем становится доступнее ипотека – основной драйвер строительства в России. Теперь в программе субсидирования ставки по жилищным кредитам могут участвовать и семьи с детьми-инвалидами. В частности, получить льготную ипотеку под 6% годовых могут семьи с 2 и более детьми, в которых хотя бы один ребенок рожден в 2018-2022 годах. Между тем, строительная отрасль Башкортостана испытывает давление от проектного финансирования, которое заработало в России с 1 июля этого года. По оценке регионального госкомстроя, до 20% застройщиков готовы уйти с рынка строительства жилья из-за ужесточения условий к строительным организациям. Это мелкие компании, не соответствующие требованиям. И по оценке экспертов, они будут заняты в отрасли как подрядчики. Сертификаты на сумму от 60 до 100 тысяч рублей на газификацию индивидуальных домов льготникам начнут выдавать в Башкортостане с 11 ноября. Обращаться нужно в филиалы Республиканского центра соцподдержки населения и отделения МФЦ. Право на получение средств имеют 5 категорий граждан: участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, и многодетные семьи. Программа будет действовать 4 года. Общий объем финансирования – 664 миллиона рублей. Готовится нововведение и для женщин в декрете. На общественное обсуждение вынесен законопроект, согласно которому предприниматели получат субсидии за организацию занятости женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Если бизнесмен организует им повышение квалификации или обучит новой профессии, то из регионального бюджета будут выделены средства для компенсации затрат. Сегодня в Башкортостане отмечается День сотрудников МВД. В этом году юбилейная дата, совпавшая со столетием республики. Профессиональный праздник тех, кто ежедневно стоит на страже правопорядка. Только за этот год было раскрыто свыше 24 тысяч преступлений. В честь праздника в региональном МВД подвели предварительные итоги работы, а также наградили лучших, в том числе и сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. О людях, для которых мужество и героизм не просто слова, в материале Артура Шамсудинова. Участковый Вагиз Задин, как герой знаменитого сериала, раскрыл десятки преступлений, заслужил доверие местных жителей. В его ведении 11 деревень Ташбулатовского сельсовета Абзелиловского района, где он без преувеличения знает каждого. Во время обходов полицейский может и по криминальной обстановке поговорить, и просто советом помочь. Ну, чуть что, они сразу звонят мне, оперативную обстановку, я в основном я получаю от своих жителей. Участковый прошел финал всероссийского конкурса и теперь борется за звание лучшего в стране. Впрочем, сам Вагиз Задин скромно отвечает: он не один такой. В этом году полицейскими республики раскрыто свыше 24 тысяч преступлений, в том числе особо тяжких. Тех, кто ежедневно стоит на страже правопорядка, поздравили с профессиональным праздником. Сегодня, как и 100 лет назад, органы внутренних дел способны эффективно решить любые задачи, которые ставит перед ними общество. Прежде всего, это защита прав и законных интересов граждан, борьба с преступностью, обеспечение общественной безопасности.
Порой сохранять правопорядок приходится ценой собственной жизни. Примером самоотверженности стал майор полиции Рафис Нурмухаметов из Учелинского района. В начале года он пытался усмирить разъяренного стрелка. Мужчина смог спасти домочадцев и жену от вооруженного безумца, но сам от полученных ран скончался в больнице. Полицейского посмертно наградили орденом мужества, который вручили дочери сотрудника. В памяти погибших была объявлена минута молчания. На протяжении всей истории нашего государства органы внутренних дел являлись надежным гарантом общественного спокойствия и безопасности личности. Награды вручали и действующим сотрудникам, тем, кто ежедневно отстаивает честь мундира. В зале собралось много ветеранов службы, которые говорят, нынешним полицейским не позавидуешь. Я прослужил почти 28 лет чистого военного. Что могу сказать? Трудно сейчас работать ребятам, всем, конечно. Вы прекрасно понимаете рост преступности и какая преступность. Ну а чтобы эффективнее бороться с нарушителями, подразделение ГИБДД получило 32 новых патрульных машины. Все они оснащены радиостанциями, компьютерами, комплектами для оказания первой медицинской помощи и не только. Тут двигателя у нас такие, уже турбированные двигатели, потому что они, для того, чтобы догнать, скажем, нарушителя, который не хочет остановиться, по крайней мере, эти машины могут свое дело сделать, поэтому они не уступают и более таким дорогим автомобилям. Все зависит от двигателя, а двигатель тут уже такой современный, специально для сотрудников полиции разработан. Не раз дорожные инспекторы доказывали, быстрые машины им нужны не только преступников ловить. Так Айрат Батаршин и Игорь Фатун остановили автомобиль за превышение скорости. Правда, штраф решили не выписывать, ведь нарушитель спешил с беременной женой в роддом. Включив спецсигналы, полицейские расчистили путь для семейной пары, сопроводив в больницу. В этом году День сотрудников органов внутренних дел – праздник особый. Полицейские Башкортостана отмечают столетие с момента основания службы. Дата, которая совпала с другим знаменательным событием – столетним юбилеем республики. Служение закону – это призвание. В числе задач современных полицейских – борьба с экстремизмом, наркоторговцами, коррупционерами. И все чаще под прицел попадают киберпреступники, которые орудуют в интернете. В любом деле правоохранители стараются соблюдать правила дежурных суток, то есть работать по горячим следам. А потому нередко трудиться приходится и в выходные. Но, как говорят сами сотрудники, быть полицейским не просто профессия, а скорее образ жизни. Артур Шамсудинов и Ильдар Буйбулатов. Итоги недели. По дороге на юг огромные хищные птицы попали на камеру фотоловушку, установленную в пригороде Уфы. Белохвостые орланы, видимо, направлялись на юг вдоль реки Белой и буквально спикировали с неба, распугав более мелких птиц. Пернатые хищники отобрали добычу у коршунов и воронов, и не мудрено, размах крыльев у этих великанов более 2 метров. Это одни из самых крупных птиц европейского континента, они занесены в Красную книгу. Ролика Денис Крышенинников постоянно снимает диких зверей. В его фотоловушки попадались лисы, куницы, лоси и даже редкие для России енотовидные собаки. Блогер публикует видео на своем канале в интернете, но взяться за хантинг-камеру Денису пришлось не ради популярности или забавы. Однажды он увидел в лесу барсука, на голове которого красовалась старая банка из-под майонеза. Тогда мужчина решил напомнить людям, что кроме них рядом живут еще и животные, которые не могут защитить себя от негативного воздействия человека. Ну и о спорте. Футбольный клуб Уфа поделил очки в выездном поединке с Оренбургом. Команды сыграли в ничью в матче чемпионата российской премьер-лиги 0-0. Таким образом, башкирский клуб продлил безвыигрышную серию на выезде до 25 матчей. С подробностями из Оренбурга мой коллега Александр Усманов. Несмотря на то, что на табло 0-0, матч получился довольно-таки насыщенным и интересным. В первые 20 минут команды пытались завладеть инициативой, но уже после создали несколько хороших моментов. В том числе это был Деспотович, который пробил чуть выше ворот, затем Голубев вместе с Кротовым выбегали в хорошую атаку, но, к сожалению, защитники там перехватили. Так или иначе, первый тайм закончился со счетом 0-0. В перерыве никаких замен не было произведено, и в самом начале второго тайма у Андрея Козлова был очень хороший момент. Нападающий уфимцев попал в перекладину и не забил. Для него этот матч был очень важным, потому что в прошлом сезоне он выступал в Оренбурге. Его очень тепло приняли болельщики и сотрудники клуба. Со всеми он хорошо знаком, но забить сегодня Андрею не удалось. Не удалось забить и остальным. 0-0. И вот что говорил Вадим Евсеев после матча. То, что команды планировали, действия как в обороне, так и в атаке, мы, в принципе, это и пытались сделать. Да, где-то нас в каких-то эпизодах соперник переигрывал, где-то у нас в атаке не получалось. Но то, что
Оренбург старается вообще, то есть много подавать. Я считаю, что не дали им столько подать. В штрафную площадку, да, или они подавали под давлением. Ну вот так, остался удовлетворен результатом Вадим Евсеев. Теперь в копилке его команды 18 очков и 10 место в турнирной таблице. Ну а следующую игру Уфа проведет дома против Сочи 24 ноября. Вот такой выдалась уходящая неделя в республике. Спасибо, что были с нами. Ну а мы встретимся в следующее воскресенье. Будем вместе подводить итоги недели. Счастливо!